Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Посланник Аллаха. Спокойная величественная душа, одна из тех, которая не может не быть искренней. Ему было вменено вдохновить мир. Создатель мира сего так приказал. Да благословит тебя Аллах, о посланник Аллаха. Ассаламу алейкум. В честь дня рождения пророка Мухаммада пару вопросов. Что вы знаете о пророке Мухаммаде? Кто он для вас? Расскажите, можно, историю о его жизни. Можно характеризовать его личные качества. Алейкум ассалам. Всех поздравляю с наступающим праздником, с рождением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Могу сказать, вообще о нашем пророке, саллаллаху алейхи вассалам, можно говорить очень много можно говорить, но я скажу, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, один из лучших из людей. Любимец Аллаха, лучший из людей, который донес до нашего времени, до нас эту религию ислам. Пророк Мухаммад является тем человеком, которого послал Всевышний с религией ислам, который принес нам религию ислам, что принес единобожие. Мы должны поклоняться только одному Аллаху и больше никому из его творений. Пророк Мухаммад был величайшим человеком, он создал такую умму, миллиарды с лишним человек на данный этап. На данном этапе столько людей идут по пути ислама. Вот в основном вот то, что мы знаем. А из истории очень много можно сказать. Точно так же, как Иисус Христос, он творил много чудес, которые видели его сподвижники, вы видели те, которые в его время были. Даже вот был случай тогда, когда многие ему не поверили, сказали, мы поверим тогда, когда дерево это придет к нам. Дерево вышло с корнем и как бы подошло к ним. И тогда многие даже все равно-то не поверили. Но тот, кто не поверит, он не будет верить никак. А празднование мавлидов, как вы считаете, какая польза? Очень большая польза. На этот путь надо ставить молодежь, потому что празднование мавлидов, это мы вспоминаем то, что мир наш послал Всевышний пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Это празднование мавлидов, это не столько как день рождения, сколько милость Аллаха, которую он послал посланника своего в этот мир. Вот этим мы гордимся, это мы должны делать обязательно. Это в каждом доме должно быть в этот момент. Гости, встречать мусульман, провожать, угощать их, это лучший вариант. Насколько я знаю, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, самое лучшее творение Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Вот, соответственно, и раз он самое лучшее творение Всевышнего Аллаха среди людей, он является для нас примером во всем. Чего бы это ни касалось, какой бы сферы жизни это ни касалось. Соответственно, мы должны и походить на него, стараться равняться на него, делать то, что как он делал, говорить то, что он говорил. Ассаламу алейкум. Рождение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, это признано, что все человечество, весь мир создан именно ради того, чтобы родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Во время наступления месяца Раби-Ауаль, иншаллах, весь народ мирской будет отмечать этот праздник, будет делать большие маулиды и малые. Я желаю всем добра и счастья в этот месяц и весь остальной мир. Имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, известно всем мусульманам. Он является последним пророком, испосланным Всевышним на землю, отправленным для того, чтобы люди как бы вели такой образ жизни и хотели быть похожим на него. Он является идеалом для человека во всем, в семье, в быту, в жизни. Он должен как бы примером, да, для всех. Какими качествами он обладал? Расскажите, пожалуйста.
Ну, конечно, о качествах много там, потому что он был совершенным человеком. Он скромным, богобоязненным, такой смелым, храбрым. Ну, качеств много у него. Это за короткое время так перечислить невозможно. Но то, что он является тем человеком, который будет делать шафат в судный день. Что он принес людям, можете сказать? Он, конечно, принес нравственность, во-первых. Воспитательная такая среда у него, позитивная такая вот. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для меня лично пример для подражания. Как мой идеал, основоположник религии ислам и как бы лучший из творений нашего Создателя Аллаха. Какими качествами он обладал? Самыми наилучшими. Он был самым добрым, самым вежливым, самым ответственным, наилучшим отцом, дедом. Что принес он людям, можешь сказать? Людям принес нур, наверное, свет добра, тепла, любви и ислама. Имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для нас сказать здесь, наверное, Аллах Субхану ва Тааля сказал, он послан как милость для миров. И для нас большой ни'мат, что мы оказались из уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, что говорить о нем, мы не такие люди, наверное, но кое-что сказать. Что он людям принес, можешь сказать? Из того, что он принес, милость, любовь, если посмотреть, да, это любовь, братская любовь между разными людьми и разными слоями, которые, например, то, что мы проходим учить, да, там начальник или простой человек, или белый, черный, вот, братская любовь, которая между ними есть, вот. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он является яркой, светлой личностью. И вот в плане нрава, наверное, он является для всех нас недосягаемым. Почему? Потому что он является человеком великого нрава. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, иннака ля хулукин азим». О Мухаммад, ты являешься человеком великого нрава. Никто не мог быть как он. Он был самым сильным, самым щедрым, самым великодушным. Все качества, которые могут быть в человеке, всеми качествами он обладал. И сейчас на джума имам рассказал о том, что хадис, что пророк Мухаммад, алейхиссалату сказал: не будет совершенным, полноценным вера того, кто не полюбит его, то есть пророка Мухаммада, алейхиссалату, больше, чем самого себя, своих родителей, свою семью, все мирское, все вот вместе взятое. И вот я бы хотел посоветовать, пожелать всем мусульманам, которые услышат вот это вот, чтобы максимально могли приблизиться к тому, чтобы отдалиться от всего и приблизиться к пророку Мухаммаду, алейхиссалам. Полюбить его настолько, сколько он нам завещал. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху, hürmetli din kardeşler. Şükür Allah, elhamdülillah. İnşallah emnislikten tezden ya tаңla ya bugün Arabi avluğa hoş geldi, ayga hoş geldi aytamız. Bizim Muhammed Peygamber'in sallallahu tuğan ayı. Bek abraylı, sıylı ay bizge. Bizim beyimiz Muhammed Peygamber Allah Teala'nın yaxşılığıyla özünün ummasına İslam yolundan yürümeye yol açkan. Onun yaşav yolu bizim kaybirimizge de ikon körüm.
Қай жақтан да, білім жақтан да, Аллаға құллық ету жақтан да, әдемшілік жақтан да, иманлық жақтан да. Біздің кеше күндіз есімізде Алламен бірші біздің бейіміз Мұхаммад пайғамбардың да аты ассаламу алейкум ва рахматуллах. Есімізде тұрмаға тарық. Şu ay kelegen ay hayırlı ay bolsun. Қай бірімізге де Алла Таала yol açsın şu ayda bizim sıylı paygamberimizi eskerip mevlüt etpege. Mevlüt etkenlerimizin niyetimizi de etkenlerinin iş yolunda Allah Taala özü kabul etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve barakatuhu. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Benim yoldaşım Ahmet aytты көп затты. Ben de сол заттарға қосыламын. Мен тілеймін. Келген şu Rabiul Avval ayımızda Allah bizге kabul etsin. Allah kabul etip onun üstünde Muhammed Peygamberdi күнде de esitip yoklap durmağa bizге Allah özü ızgınlarını versin. Bu ayın içinde evi var adamlar mevlüt etip Muhammed Peygamberdi silap durmaqtar. Sonda qaysı olsa da bәріміз de soğa qasılıp niyetimiz bir olup Allah özün bizді Muhammed Peygamber yengil etip bizге her zaman esimizde turganday özün ızgınlarını bergeysin bizге. Құдайға odayım. Но пророк Мухаммад, конечно, обладал самыми лучшими качествами, которые присущи вообще человеку и так далее. Это лучшее то, что есть, вообще выработал человечество. Да, у него все позитивнее. Он желал только добра, хорошего, любил всех людей, детей, порицал насилие, жестокость. Говорили, живите мирно, дружно. Убийство одного человека, правильное убийство всего человечества. Поэтому мы должны жить в мире, в дружбе и в согласии. То, что сегодня присутствует, конечно, это это такое наставление он не давал. Люди должны жить в мире, в дружбе и в согласии. Мое пожелание всем мусульманам жить в мире, в дружбе и в согласии. Прекратить всякие междоусобицы, человеческую ненавистную политику порицать. И, значит, вот это то, что сегодня творится в Сирии и так далее, вот это все прекратить. Всевышний Аллах нам даровал жизни, и только Он может их забрать. Остальное все это надо прекратить. Я желаю, чтобы все мусульмане по заповеди Мухаммада жили в мире, в дружбе, в согласии. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для меня является самым главным человеком в моей жизни. Для меня он идеал. Каждое сказанное им слово, каждый поступок пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является для меня примером для подражания. Он является путеводителем и зеркалом познанию ко Всевышнему Аллаху. И я очень счастлива, что я являюсь из уммата пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В первую очередь он для нас посланник Всевышнего. Для нас является святым человеком, так скажем, путеводителем. Мир, исламский мир, мир доброты. Какими качествами, судя по всем разговорам, по всем, какое есть представление в мире о нем, добротой, милосердием, справедливостью. Лично мое мнение, что он в какой степени он был милосердным, добрым, также он был, наверное, строгим, наверное, в своих суждениях, в своем отношении к самому себе, к миру, к окружающим. Таким же строгим, наверное, был. Желаем всем мусульманам счастья, здоровья, все они служили своих родителей, старших, чтобы уважали, проявляли уважение к старшим.
Добрый день, дорогие друзья! От себя лично и от учеников школы Джанибекова хочу поздравить всех с наступлением месяца рождения любимца Всевышнего Аллаха, пожалуй, одного из самых лучших творений пророка Мухаммада. Пророк Мухаммад является для нас образцом и эталоном хорошего качества и поведения, и его жизнь должна являться для нас примером в современном мире. Камила, иди сюда. Пророк Мухаммад отличался особой любовью к детям, и дети, пожалуй, это самое лучшее, что может быть у людей. Дети, как говорится, цветы нашей жизни, и давайте любить и помогать своим детям, чем и занимался наш пророк. И, ребята, давайте всем передадим привет. Давайте Маше. Мы часто срываемся на детях, забывая, что когда-то тоже были детьми, а иногда до сих пор ведем себя как дети. И однажды они будут такими же, как мы, и, надеюсь, проявят милость к нам, так же, как мы были милостивы к ним. Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, интересовало то, что интересовало их. Мы часто забываем, что проявление любви к детям – это одна из самых простых сунн и один из самых легких путей, благодаря которому мы можем добиться довольства Аллаха. Ведь наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто не проявляет милосердие к другим, тому не будет проявлено милосердие». И любовь выражается не только в словах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что держал весь мир на своих плечах, не забывал уделять внимание и маленьким вещам. Например, пить из одного края стакана, или неожиданный ласковый поцелуй, или внезапно начать соревноваться, играть. Он всегда находил время, чтобы сказать, как он любит вас, как вы ему дороги. О посланник Аллаха, твое величие как мужа и отца было столь же выдающимся, как твое величие как предводителя. Всем известно, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, является самым лучшим человеком на свете, который принес людям веру и самую главную книгу, лучший учебник жизни – Коран. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, научил нас праведно жить и указал нам истинный путь. Именно поэтому месяц рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение, является особенным месяцем для мусульман, за который правоверные не устают благодарить Всевышнего Аллаха. Современники пророка Мухаммада, мир ему и благословение, говорили: мы узнавали о приходе нашего пророка по его приятному запаху, которым наполнялось все пространство вокруг нас. Тот, кто хочет почувствовать мой запах, говорил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, пусть вдохнет аромат красной розы. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road. Посланник Аллаха. Он был не только величайшим пророком, лидером, учителем. Он был величайшим сыном, мужем, отцом.